Пан Сотник. Единственная историческая личность народа Коми времен дохристианизации Коми-края, упомянутая в документах. Языческая история не оставила потомкам письменных свидетельств, только предания, притчи, легенды. И лишь Пам вошел в литературу благодаря перу Епифания Премудрого, православного святого и агеографа. В житии отца нашего Стефана Пермского повествуется о вычегодско-вымском Паме Сотнике. Некий Волхв, чародей-старец, умеющий внушать ложные видения, искусный кудесник, главный среди волхвов, старейшина знахарей, наибольший из отравителей, постоянно в искусстве волшебства упражняющийся, горячий приверженец кудесного чародейства. Имя его Пам Сотник. А чтобы он колдун, я не верю. Пам выглядел нормальным коми-мужиком, таким коренастым, могучим, настоящий коми-мужик, охотник вроде бы. И голос у него был большой, иначе как бы он добился авторитета? Тогда ведь радио, телевидения ничего не было. На самом деле он один из памов или панов. То есть это человек, который облечен такой духовной властью, лицо мистическое такое. Он держал не силой власти, там, какой-то военной или еще какой-то. То есть, в принципе, в таких промысловых культурах такая первобытная демократия, натуральная демократия, она все-таки превыше всего. Были у него какие-то узелки очень важные, которые сохраняли целость и место, и культуру. Поэтому Пам знал все, что творится по всей территории. Постоянно там какие-то новости поступали к нему. То есть он был центром, руководителем, то есть управлял вот как-то где-то советом, где-то что-то так. Вполне возможно, что Пам Сотник был должностным лицом московского князя и собирал, в общем-то, черный бор, который шел в Золотую Орду с Вычегодской Перми. Сотниками называли командиров подразделений, сотен в русском войске с IX века до начала XIII. Однако пан Сотник был скорее не воителем, а управленцем, или, как сейчас бы сказали, администратором или хозяйственником. Во времена противостояния Стефана Пермского и пана Сотника Русь подчинялась Татаро-Монгольской империи, где существовала особая система организации административных округов. Был хан Золотой Орды, столица которой была в Сарае, и все земли, подчиненные ему, назывались сотнями. Управляли же землями сотники. В них избирались лучшие, главным образом для сбора дани с подвластного им народа. Эта сотная организация перешла и к Руси. Принято считать, что слово «пам» произошло от слова «пан» – «основатель». Оно обозначает сословный титул, что-то между князем и жрецом. Так что, вероятно, «пам» – это не имя, а титул. Можно вспомнить, что в фольклоре Коми были «пам Шипича», а у коми-пермяков «пам Кудым-Ош». Почему великий князь московский не озаботился тем, что его подданные Перми-Вычегодской, в общем-то, не христиане? Я хочу сказать, что миссионерской практики, миссионерской политики у Русской Православной Церкви никогда не было. И какого вероисповедания подданные великого князя, всем на самом деле было все равно. Лишь бы они платили дань соболями, там, пушниной разной, которая шла по всему миру. Этого было и достаточно. Так что сама идея крещения Перми-Вычегодской, она всецело принадлежит только Стефану Пермскому и его намерениям спасти пермский народ перед грядущим концом света, который ожидали через 120 лет. По некоторым исследованиям, во времена Пама христианство объединило две группы коми, которые до этого проживали автономно. Западная группа, уже принявшая христианство, проживала в районе Северной Двины, частично на территориях нынешних Архангельской и Вологодской областей. Вторая группа, пермяне, проживали восточней, Усть-Вым тогда была их центром. После разрушения Волжской Булгарии под натиском новых степных народов западные коми передвинулись ближе к Уралу, столкнулись две культуры. Я так понимаю, что Стефан, он как бы не пришел
один просто вот проповедовать. То есть он уже пришел на волне переселения вот этого. Он удачно попал в христианство, несло культуру земледельческую, оседлую, а местная культура по тем временам была полуоседлой, охотничьей, промысловой, добывающей. До того не было такого, чтобы ограничивать, как-то ограждать пространство, территорию. То есть земледелие, христианство видят тайгу и говорят, вот пустынные земли, там никто здесь не живет, давайте мы здесь будем жить. И тут же делают какие-то ограждения, распахивают поля. Для них как бы вот охотничьей культуры не существует, поскольку лес, ну, вроде бы не тронут, никто не пахал, значит, он ничей. Для ПАМа, для культуры, которую он представлял, важнее было, конечно, иметь под рукой большие пространства, то есть весь мир как бы был их. И вот на этой грани как раз и произошла сшибка двух культур. Вначале, когда Стефан Пермский перешел на Вычегодскую землю, ему препятствий никто не чинил. Но когда начали разрушаться кумиры и люди начали переходить в христианство, это вызвало недовольство у жреческой верхушки, которой принадлежал ПАМ. Он оказывал сопротивление Стефану Пермскому. Он с ним не то чтобы сражался, между ними произошел диспут философского характера, в ходе которого каждый из противников отстаивал основы своей веры. Спорили и на ком языке, и на русском. Когда говорит ПАМ, он прав для своего народа. Когда говорит Стефан, он прав для христианского учения. Вот. И они вот так столкнулись. И никто не может из них доказать друг другу, кто из них более прав. Согласно текстам Епифания Премудрого, пан Сотнику и Стефану Пермскому никак не удалось прийти к согласию на земле Вычегодской. Целый год церковник и жрец-князь вели переговоры, но каждый считал правым себя. Как считают ученые, в этой истории Сотник не был исключительно отрицательным персонажем, как не был и абсолютно положительным Стефан Пермский. Это было столкновение сторон, у каждой из которых своя истина. Не сумев договориться, святой Стефан предложил пану Сотнику помиряться, войти в горящую избу, а затем спуститься в прорыв. По другим же источникам это предложил Стефану ПАМ. Судилище такого рода называлось «Суд Божий» или «Ордалия» – испытание огнем и водой. Человек, который выходил живым из этого поединка, выигрывал спор. Стефан же, помолившись, взял ПАМа за руку и повлек в огонь, и тогда ПАМ начал биться. Если бы Стефан с молитвой не взял бы ПАМа за руку и не удержал бы его, то, конечно же, ПАМ внушил бы, совершил бы такой массовый гипноз, что все увидели бы, что он прошел сквозь огонь и сквозь воду. На самом деле он спокойно обошел бы этот огонь, а все бы думали, что действительно огонь этот был укращен ПАМом. Но, видя, что христианский священник взял его в такое пленение, он не смог ничего сделать, не смог внушить, потому что иначе ему пришлось бы и Стефана вести в обход этого огня. Предложил суд Божий Стефан Пермский ПАМу Сотнику, а ПАМ Сотник в итоге отказался. ПАМ Сотник сказал: зачем я пойду в огонь и в воду? Я, говорит, не обучен заговаривать огонь и воду. Я знаю, что вот этот Стефан, его с детства научили этому. То есть он, в принципе, подозревал, что здесь какая-то скрытая магия, которой вот сам ПАМ Сотник не обучен. И поэтому он не пошел. И Стефан, оказалось, что он выиграл вот эту вот Ордалию. Но для ПАМа, в принципе, вот вода, огонь, воздух, камень – это священные стихии, которых нельзя оскорблять вот так вот. То есть к ним можно обращаться в случае обрядов каких-то, еще что-то. Но так, чтобы просто там пофорсить, фокусы проделывать, этого он не мог допустить. В суе нельзя трогать эти вещи. Из Вычегодско-Вымской летописи известно, что после поединка ПАМ Сотник скрылся. И куда он ушел, неизвестно. Но спустя несколько лет после этого события в 1388 году с Удары со стороны реки Пиниги пришли язычники
которые сожгли Яринский городок и монастыри возле Яринска. А в 1392 году, предположительно, пан Сотник объединился с вагулами и пошел на Усть-Вым и осаждал городок несколько дней. Но после того, как Сотник узнал, что из Устюга вышел полк на помощь обороняющимся, снял осаду и скрылся вместе с вагулами. Православная культура здесь возобладала до Урала, по крайней мере. И пан был вынужден с частью зирян и пермяков пойти за камень. В 19 веке, в 19 столетии, в 1839 году вышла книга Миллера, называлась она «История Сибири». Миллер посвятил несколько страниц крещению Перми, христианизации Перми и пану Сотнику. И он говорил, что на Отлыме сохраняются предания о том, что вот пермские изгнанники, пермские язычники пришли сюда, и вот здесь вот они долгое время жили, пока вот наконец не ассимилировались с местными мансийскими там, или хантыйскими племенами. Поверженный князь с группой соплеменников, не захотевшими принять христианство, покинули родной край. Пам ушел, но что-то все же оставил после себя. Удалось записать один текст, когда, значит, пам узнал о том, что приходит какой-то новый человек, приносит новых богов, посмотрел на него и сказал своему народу: за одну ночь, за один день закопайте все ваши богатства, закопайте все, что у вас есть, чтобы новый человек, чтобы чужой человек ходил среди вас и не видел вас, чтобы он бродил между вами и не видел то, чем вы владеете. Вот он, уходя, оставил хранителей на этих местах, бесплотных, которые называются ортами. Принято называть ортов душами, что человек обладает душой лов, душой орт. Орт – это что-то вроде призрака такого, внешний облик сохраняет. И эти духи, они до сих пор пугают в этих местах. Упоминание о паме Сотнике на этом не заканчивается. Начинается другая история, литературная. В XIX веке Иван Куратов пишет драматическую поэму о паме. Не столько мифология, сколько трагизм человеческой судьбы на переломе времен легли в ее основу. К сожалению, пам Сотник остался недописанной поэмой. Последователем Куратова стал Калистрат Жаков. В книге «На север в поисках за памом Бурмортом» он повествует о жизни сына Сотника, пама Бурморта. Писатели-современники тоже не проходят мимо остросюжетной истории о драматической судьбе пана Сотника. Я был бы только за то, чтобы пам был бы увековечен. Я считаю, что это не сегодня, не завтра, но это так и будет. Примечательно, что пам Сотник до сих пор почитается народом Коми, современными жителями республики. В Карткеровском районе эту огромную сосну, выросшую на берегу протоки Кыртвис, назвали в честь пама. В языческом роще, так мы называем, это самое большое, могущественное такое дерево, необычное. Смотря на это дерево, оно приносит радость и удивляешься, как оно могло вырасти среди вот этой тайги. В истории о личности и роли пама Сотника точка не поставлена. Один из вопросов, который до сих пор не могут разрешить ученые, литераторы и представители религии, можно ли внести имя пама Сотника в список национальных героев Коми. История повторяется, и истина вновь отказывается быть единой для всех.